Любят они эту скалу. Они что-то двойную, втройную, ага. Вот, ну, след. По своим же следам оттуда спустились. Надо будет вот по этой подняться и там посмотреть наверху. Петлю поставить. Все равно они тут будут шариться. Снега-то много, весь зверь берегу выдавлен. Да и тут и своих зубрей немало. Вот этот горельник, да, речка, где можно копать по берегам. И вот скала. Вот на эту скалу они загоняют. В прошлом году там еще задранок валялся. Прямо под этой скалой. Ну вот на такой останется. Ну по следу, видать, скакать начинает за ним. Перемешку это как я. Ну там подменяют друг друга, гонят. Это, и зубр раз оторвется, два оторвется, а потом чик, на этот останется. Залезет, там стоит. И, видать, его караулят или сверху прыгают. Короче, там обычно там бывает у них задранок под этой скалой. Может так шуганут, она это оступится, да упадет вниз, разобьется, соскочит, да давит. Здесь они обязательно это, до весны-то будут ходить. Что-то у них, может, там есть в лесу. Вот тут вот у волка Лёшка. И вот. Вот пошла дорога. Там петлю воткнул. Так. Дежурная петля. Вдруг работает. И у него тут Лёшка. Несколько раз он сюда бегал. Так. Раза 3, наверное, бегали сюда. И Лёшка там, видать, один караулить, что ли, остаются, другие вот. Вот так вот и в обход по мысу. И кого-нибудь там погонят. Услышит этот наперерез. Какая-то эта точка, короче, где караулит. Вот на этой скале они добывают постоянные зебри. Вот Иван и Алешка, ну, они и обзорились. Ну, что глаза, что уши. Относительно них-то мы. Это как его безглазые, безухие, безносые мутанты. Ну, можно было, в принципе, здесь вот на спуске капкан воткнуть. Вернее было бы. Но капкан у меня один. Да и погода пускай устоится. Следующим рейсом посмотрю. Это у нее все равно караульная точка. Видишь? Вот на этом узлобке, короче, лежит и посматривает. Это место должно быть у него, это, как говорится, забитое место. Еще придет. В прошлом году, ну вот напротив той скалы и чуть сюда ближе, там ну это, заход был в лес. Ну так натоптано было, петлю ставил-то. Видишь, вот здесь у них заход. Но это караульное место у них. Вот тоже заход этих волков. Натоптанный заход, а? Ну, блин. Тут вот наледь. Там останавливался, проверял. Он почти что до Буранки добрался. Наледь. Вчера проскочила, а? Оказывается. И сюда
Туда сейчас сунемся и сядем посередке. Вот по концу скалы заход. Ладно. Ну тут уже близко, где я вчера провалился. А то сейчас надо будет дорогу разведать, как на эту сторону перебраться. Ну все, увязался, завязался. Вчера хорошо туда, что я туда поехал. Кому я там? Где-то я мне нахрен нужен верхний. Это оттуда. Ну там где-то в обеи сапога зачерпнула. И глубоко. Ну полметра, не полметра почти что. Вот старый след барана, конечно. Вот сверху где-то сантиметров 20 снега. Где-то 15-20 снегу. На этот снежный покров под ней же тепло. И вся буранка размокла. Как каша превратилась. Это надо было поверху. Видишь, так-то берег пологий, хорошо же. Надо было поверху дорогу топтать. Так-то, в принципе, по этой стороне проехать туда попробовать можно было бы. Но рисковать не буду. Это дополнительный расход бензина. Тут снегу полметра. А этот-то ложится на бок сразу. Кто-то у нас там сидит. Вот. Точно. Соболек. Ну и кому надо было так спускаться с такой горы? Это по-любому соболь там на той стороне задавил кабаргу. А тут как раз подо мной открытые ключи. Были бы лыжи, попробовал перейти. Нет у меня лыж. Говорят, магазиновские эти тоже хороши, которые последние выпускают широкие. Это он там, под скалой крутится. Вот. Что, вышел, что ли? Что-то там мелькнуло промеж кустов. Это, скорее всего, он там это кабарку, наверное, сверху стащил. Вот она. Вот он бегает. Соболь. Вот он там задавил, крутится. Прийти бы посмотреть. Ладно. А тут по-любому налить. И там под берегом открыто, под снегом. Снег-то глубокий, можно ухнуть туда. Запомни, в следующий раз, может, с лыжами проедем. Лыжах-то вернее будет. Вот он пришел. Здесь вот.
Вот. Соболек. Ой, видать, котяра черный. Ладно, поехали. Вот он пример куста. Шарится. Ну да, скорее всего, или кабаргу, или зайц сверху стащил. Где-нибудь там, наверное, на скале пытался укрыться от него. Или зайца там вверху поймал. И стащил вниз. Сколько он трудился. Где-то там лежит. Самку зебря задавили. Давно задавили. В начале зимы. Задавили. Это речка Конку. Левый приток реки Амга. Зюбр, матка. Зюбр, матка. Вот там вот они метки сделали. О, там заначка лежит, там ребрышко торчит. Там вот. И сверху еще нассали на свою заначку. Специально, видать, так делает. Вот по буранке идут. И вот они заходят. Так-то после них еще и лиса бегала тут. Вот так для лисы-то хороший лис, бегает. Он там-то так пытается сахаток гонять. Это поехал сюда, надеялся, вот на этих горельниках они Сахатова завалят. Не пытается гонять Сахатова, но что-то не получается у них. Почти километров 20 проехало. Не получается у них Сахатова добыть. Вот, видишь, старую вот эту заначку. Видать, просто так видать. Проверяют. Метка тут же, самцы. Трое их. 3 волка. И одиночка за ними бегает. Общей сложности 4. Ладно. Проедемся еще маленько. Вот даже не знаю, ставить, не ставить. Где-то вот в той области можно поставить. Где следы сходятся. Ну вот, волчий след сунулся и не стал на ту сторону переходить. Вот. Это где-то 2-3 речки туда прошел по дяде Ключе, потоптался-то и не смог перейти. Вот в обратку пошел след. Ну и я не стану соваться. Косуль. Это уже давно еда. Километры 4-5, наверное. Вот эти вот косули везде они стоптали. И тут штук 5 друг за дружкой. 3-4. Вот 5-е. 5 штук друг за дружкой ходят. Это в центральных районах, короче, переход был, косуль. Гибнут они там вот бескормятся. Но снега нынче много. Вот здесь тоже они приперлись, откуда-то появились. Не, ну оттуда до сюда они в это время дойти не могли. Это по-любому их сопок снегом выдавило. И глубина снежного покрова вот на настоящий момент, это где-то начало февраля. Их уже глубина снежного покрова 65
Ну, здесь внизу, а на сопках где-то 70-75 даже. Глубина снежного покрова сантиметров. Так что вот, может, их сверху выдавило. Но оттуда заречных районов они прийти не могли. Так-то, в принципе, недалеко до Нижнего Бестяха. Считай, это километров 300 по прямой. Чем они питаются? С кустов. С кустов это прошлогоднюю траву собирают. Не листочки, может быть, эти жухлые. Вот так вот обычно весной, ну, когда вода идет, трава вот так вот повисает. Ее, видать, собирают эти. Такие пироги. Такой вот у нас новый вид появился. Не, ну раньше тоже бывали они. Где-то одна-две так вот след появится. Потом как волки пройдут, их нет. Но это индикатор, что волков тут нынче вообще нет. Так вот. Потому что бесполезно носиться. Эти, да, если волки были бы где-то поблизости, этих товарищей уже не было бы. Так вот.